Это гордость России. Это герой нашего времени. Он делает то, что не могут другие. Это человек, на которого всегда можем положиться. А вы его спросите, как я его называю? Учитель. Вертолет Ми-8 взлетает в небо над Москвой. За штурвалом заслуженный военный летчик, герой России Николай Федорович Гаврилов. Кто летит на борту с ним в этот раз, останется тайной, которую нельзя разглашать по инструкции. Но ни для кого не секрет, что частыми пассажирами Гаврилова были первые лица государства, в том числе и сам Владимир Владимирович Путин. Именно про Николая Федоровича идет речь в конце документального фильма «Последние 24 часа» Леонида Быкова. Один из авторов идеи фильма, Леонид Якубович, говорит о возрождении всем полюбившегося героя фильма «В бой идут одни старики» маэстро. Ведь именно такой же позывной носит герой России Николай Гаврилов. Но маэстро жив до сих пор. Этот позывной сегодня принадлежит одному из лучших пилотов страны, прошедшему Афган и Чечню, впервые посадившему вертолет на северном и южном полюсах, герою России, генерал-лейтенанту авиации Николаю Федоровичу Гаврилову. Удивительный, просто легендарный, сказочный, философский момент, что человек практически шагнул с экрана. Для всех людей в бой идут одни старики, ну, как сказать, иконоподобный фильм. Люди по десяткам раз смотрят, потому что. Оказывается, маэстро жив. Он совершил более 3000 боевых вылетов. Возродил авиацию. Посадил вертолет на Южном и Северном полюсе. И даже на вершине Эльбруса. Маэстро. Человек-легенда. Небольшое чувашское село Янгличи. Место, где родился Николай Гаврилов. Здесь прошло его детство. Здесь он пошел в 1 класс. И здесь же, как у многих его сверстников, зарождалась мечта. Мечта стать летчиком. Моя детская мечта была стать военным летчиком. Безусловно, когда у нас кумир был космонавт Гагарин, Титов, Николаев, все думали, что это высшее достижение летного мастерства. В принципе, так оно и есть, ведь эта профессия раньше называлась летчик-космонавт. По словам преподавателей, Гаврилов выделялся среди остальных учеников. Он был очень трудолюбив, постоянно тяготел к новому, а порой задавал такие вопросы, на которые было сложно ответить даже самим учителям. Он был лидером в классе. На контрольных работах самым первым заканчивал работу. Стояла около Николая, но он как-то умудрялся передать свою тетрадь тем, кто не смог решить. Очень добросовестный и вот трудяга. Любое дело, которое получает ему, он всегда старался вот как-то, ну, необычно правильно, необычно и складно. Вот так у него получалось как-то. Вот этим уделялся. В 2 или в 3 классе он принес в школу свой альбом рисования. И там я первый раз увидел, когда вот пограничник с собакой бежит, он нарисовал. Он тогда с детства еще мечтал быть военным. Первым шагом к исполнению мечты Гаврилова было его поступление по окончанию школы в Сызранское летное училище. Освоение профессии летчика стало его судьбой. Небо распахнуло перед ним свои горизонты. Мечта становилась явью. Это был лишь вопрос времени. Для летчика самое главное – это время. И, как правило, его не бывает, особенно в критических ситуациях, особенно когда именно все зависит от грамотного принятия решений. Конкретно вот по товарищу Гаврилову могу сказать, что этот молодой человек показывал именно ту грамотность, которую вкладывал и не только я, но и старший летчик, командир звена.
После училища становление героя продолжилось в небе Афгана. Совершая боевые вылеты в составе вертолетной авиации пограничных войск КГБ СССР, майор Гаврилов к 1985 году занимает уже должность командира эскадрильи. Как говорится, один в поле не воин, и успех, который добивается наш экипаж, зависит от каждого члена экипажа. И вот благодаря всем тем качествам, которые обладает экипаж, мы выполняем обязанности, и результаты неплохие. По окончанию военно-воздушной академии имени Гагарина в 1990 году Гаврилова направляют как знатока афганского неба на территорию Туркмении. Несмотря на вывод советских войск из Афганистана, для пограничников работа кипела день за днем. Больше Гаврилова, наверное, вряд ли кто найдется, кто находился в Афганистане. Вот у нас чуть меньше 10 лет наши войска находились в Афганистане, и все эти 10 лет Гаврилов служил в Афганистане с небольшими перерывами в отпуск. Ну, таких уникальных людей, на пальцах одной руки можно пересчитать. Совершая боевые вылеты, Гаврилов, как и любой летчик, анализировал, искал и открывал что-то новое в своем деле. Одним из таких открытий стали вертикальные низкочастотные колебания, с которыми он впервые столкнулся в 1982 году. После очередной атаки неуправляемыми реактивными снарядами экипажу показалось, что вертолет начал рушиться. Но, к счастью, только показалось. Это были очень сильные вертикальные колебания. Позже стало известно, что и другие летчики попадали в такую ситуацию. Для некоторых она заканчивалась трагично. Окончив военно-воздушную академию, Гаврилов уже в теории, зная причину колебаний, искал выход из них. И, проделав большую практическую работу, нашел. Эта работа привлекла внимание конструкторского бюро, и главный конструктор Московского вертолетного завода Марк Владимирович Вайнберг под мою диктовку согласился написать дополнение в инструкцию экипажа вертолетов всех модификаций Ми-8. Многие руководители испытательных подразделений обращались к моему руководству, к моему командованию. Говорят, у вас есть вдумчивый летчик, отдайте мне его. Мы из него сделаем летчика-испытателя. И вот, видать, вот этот слух привел к тому, что мое руководство ввело в штат научно-исследовательского института штат летчика-испытателя. И я имел счастье быть первым летчиком-испытателем в авиации пограничных войск КГБ СССР. Главной задачей научно-исследовательского института было испытание и совершенствование оборудования военной авиации. Так, одной из заслуг Гаврилова по праву является оснащение очками ночного видения военных пилотов. В 1996 году Гаврилов познакомился с конструктором-геофизиком Юрием Грузевичем, под руководством которого были разработаны первые очки ночного видения. Мы сделали эти очки, но принесли в министерство, вот очки. Они говорят, нам эти очки не идите, нам нужна оценка летного состава. Я поехал в Казань, на Казанский вертолетный завод. Приехал, все, я говорю, вот есть очки, у вас есть вертолеты, давайте будем делать ночные вертолеты и полетаем. Они говорят, это что? Я говорю, это очки. Покажите все документы. Я опять их начинаю уговаривать. Я, смотрите, какая хорошая ночь, давайте полетаем. Вот сделал очки, изумительные очки. Они, пока не будет бумаг, никуда мы летать не будем. Подходит человек такой невысокого роста. Можно посмотреть? Ну, не представился никто. Я говорю, ну, пожалуйста, посмотрите. А что это такое, очки? Ой, как интересно. А можно их полетать? Я говорю, летать-то вы умеете? Ну, как? Учусь, улыбнулся. Говорит, пойдемте. Я ему дал очки, он сел в вертолет, сел на место первого пилота и улетел. Ну, я сидел на поле, ждал, смотрю, летит вертолет, полетает. Сел, открывается блистер, ну, окно вертолета. Я говорю, ну как, изумительная вещь. Что это такое? У него есть название? Я говорю, ну как, вот ОКО, есть ГЕО ОНВ-1. Что нужно сделать? Я говорю, надо вот какую-то бумагу написать. Вы можете написать? Вот, утром встретимся у генерального директора. И вот утром уже в военной форме, полковник, летчик у генерального директора Лаврентьева
Александра Петровича. Мы встречаемся с ним, и он начинает ему уже настолько убежден, говорит, что уникальная вещь, замечательная вещь. Надо все это дело двигать. Руководство страны и нашего ведомства торопило конструкторов, и мне пришлось активно участвовать в процессе изготовления нашего первого образца этого вертолета. Он назывался Ми-8МН, модернизированный ночной. В первый же день на испытательном полигоне мы выполнили пуск ракеты по цели, и обе ракеты попали точно в цель. Таким образом, мы поняли, что это начало новой эры в создании отечественного боевого вертолетного ночного ударного комплекса. Вот то, что сейчас мы имеем по ночному видению, вот, я имею в виду в вертолетах, это более 1000 вертолетов ночных, более 1000. Минобороны, МВД, ФСБ, все оснащены очками ночного видения. В 32 страны уже проданы ночные вертолеты вот, с очками. Индия 150 вертолетов заказала, 150 вертолетов. Соединенные Штаты, Пентагон заказал 63 ночных вертолета. И мы получили бумагу от Пентагона, что, по мнению американских летчиков, они в жизни не видели лучше ночных вертолетов, чем наш вертолет Ми-8, вот на котором Николай Федорович поднялся первый в очках и сказал, что это будущее. После распада СССР авиационный отряд подконтрольный КГБ передали в подчинение пограничной федеральной службе. Но появление такой новой проблемы, как международный терроризм, привело к тесному сотрудничеству военной авиации со спецслужбами «Альфа» и «Вымпел». Террористические акты происходили по всей стране, и необходимо было в короткие сроки доставлять спецгруппы в нужное место. У нас возник вопрос о мобильном действии спецподразделений «Альфа», «Вымпел». И тогда вот я как раз его и пригласил. И он развивал уже авиацию ФСБ. По объему она была на 2-м месте после вооруженных сил. Взаимодействие подразделений специального назначения, где я проходил службу, с управлением авиации, оно было самое тесное, и Николая Федоровича всегда называли рукой Бога, который из любой ситуации мог нас вытащить, спасти. И можно сейчас говорить о том, что уникальные специальные операции были проведены совместные. Операции, которые не имеют аналогов сейчас даже в мире. Таким образом, в 1999 году полковник Гаврилов возглавил молодое авиационное подразделение, а через 2 года он выполнит задание, за которое получит звезду Героя России. Террористы, находясь в своем штабе, руководили терактами, страшными терактами по всему миру. Такие теракты, как взрывы домов, взрывы в метро, взрывы самолетов, высоток в Америке. Все это руководилось из того штаба, где находился, собственно, главный террорист начала нашего столетия Бен Ладен. Его местоположение постоянно менялось. И вот в сентябре 2001 года он с группой высокопоставленных руководителей террористических организаций находился в одном горном массиве. Нам была поставлена задача нанести удар по штабу террористов. Этот удар был успешно выполнен. По террористам нанесен непоправимый ущерб, урон. И 2 командира корабля стали героями Российской Федерации. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Медведе Юрию Дмитриевичу, подполковнику. Задача была поставлена начальнику управления авиации Гаврилову Николаю Федоровичу, а уже сам Николай Федорович ставил задачу своим подчиненным, в какой роли я и был. То есть задача выполнялась 2 экипажами. В определенное время был нанесен удар по заданной точке без потерь с нашей стороны, с нанесенным максимальным ущербом противнику. Николаю Федоровичу, полковнику. Прикрепляя звезду Героя Российской Федерации к моей груди,
Он сделал полшага поближе ко мне и как бы тихо сказал лично для меня: а я наблюдал все, что ты там творил. Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищ директор, товарищи генералы, товарищи офицеры. Я, как офицер Российской Федерации, сегодня, получая столь высокую награду, выражаю благодарность президенту Российской Федерации, руководству Федеральной службы безопасности за столь высокую оценку нашего скромного труда. У нас очень серьезная подготовка была к этой спецоперации. Мы освоили все, что может делать спецназовец. Потому что мы знали, что прикрышки не будет, мы будем работать сами. Но первое, что радовало, что из 10 человек, которых летало, никто даже мысленно не подумал, что может отказаться от этого. Собрались именно те, кто только вперед. Ну и командир такой может быть. Какой командир, такой экипаж. Сейчас, может быть, сознаешь, там, что мог быть билетик в один конец. Детали этой спецоперации остаются под грифом «секретно» и по сей день. Даже спецслужбы других государств признали ее как одну из самых эффективных в истории. Мы добились мира, что бандиты не развязали здесь больших войн, больших этих столкновений всяких. Они смылись вот туда, в Сирию. Вот пришлось их там сейчас добивать. Наряду с военными тайнами у Гаврилова есть общеизвестные уникальные экспедиции. Одной из таких является посадка вертолета Ми-8 на вершине Эльбруса. Также Гаврилов на вертолете добрался до обоих полюсов Земли. В 2006 году ему было поручено задание сопровождать на Северный полюс принца Монако. Нам выпала великая честь вручить князю Монако Альберта ордена Петра Великого первой степени за заслуги, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Монако. Северный полюс не просто мы ставили задачу покорить, там совпало с поручением руководства страны обеспечить безопасность посещения князя Монако нынешнего, тогда принц Монако, Альберт. А он, с учетом того, что его дед, который ходил и хотел быть на Северном полюсе, так у него не получилось. И вот он по следам своего деда решил осуществить вот эту мечту. По достижению Северного полюса руководство органов безопасности ставит перед авиацией новую задачу – достижение Южного полюса. Сегодня у российской авиации нет самолетов, оснащенных лыжным шасси, и руководством было принято решение выполнить межконтинентальный перелет на вертолетах. Эту миссию многие специалисты считали невыполнимой, ведь никто ранее не достигал Южного полюса таким образом. В 2006 году, в декабре, на меня вышел Артур Николаевич Челенгаров. Вот нам нужен самолет, несколько таким повышенным тоном. Ну, все-таки депутат, там, вот такой самолет, мы вот хотим полететь. Я говорю, что-то ваш тон мне не нравится. Так не решают задачи. Надо как следует проработать и прочее. Но, видимо, его оскорбило. Вот мой такой ответ. И они обошлись без нашего самолета, но сделали полет на Южный полюс. И этот полет был, ну, абсолютно на грани. Так рисковать при выполнении межгосударственного такого вот полета, когда очень многие наблюдают за тобой, нельзя рисковать. Это риск или авантюра? Здесь риск. Риск присутствует везде. Но авантюры никогда не было. То есть здесь просчитано, все взвешено, и полные расчеты показали, что мы эту задачу выполним. 30 декабря 2006 года самолет Ан-124 «Руслан» с 2 вертолетами на борту и самолет Ту-154М с членами экипажа и 18 пассажирами, среди которых известный полярный исследователь Артур Челенгаров и директор ФСБ Николай Патрушев, вылетают в южноамериканский город Пуэнта-Аренас.
отсюда, 1 января 2007 года, 2 вертолета начнут свою полярную экспедицию. По пути они совершат 4 остановки для заправки топливом. Первой их встретит русская полярная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж. Второй — британская полярная станция Ротера, остров Аделаида. Третья остановка — ледник Патриот-Хиллз. И крайняя дозаправка в горах Тиль. Конечная станция — Южный полюс. Была угроза, что ближайшие страны могли договориться и разделить Антарктиду на свои сектора влияния. И мы решили тогда показать такую же свою активность и значимость. В аэропорту Пуэнта-Аренас после выгрузки вертолетов устанавливают лопасти несущих и хвостовых винтов. Вертолеты вылетают в Антарктиду. Самолет Ан-74 доставляет пассажиров высокого ранга и топливо для вертолетов из Пуэнта-Аренас на русскую полярную станцию Беллинсгаузен. Сюда же следом через пролив Дрейка прилетают 2 наших вертолета Ми-8. Пролив Дрейка – одно из самых опасных мест на Земле. Здесь встречаются воды Тихого и Атлантического океанов. Погода здесь совершенно непредсказуема. Шторм порой достигает 10, а то и 12 баллов. Но благодаря мастерству экипажа и такому высококлассному пилоту, как Николай Федорович, оба вертолета благополучно совершают первую остановку. Полярники ликуют, руками подбрасывая героя. Станция Беллинсгаузен — единственная полярная станция, на территории которой есть православный храм. Посетив его, участники экспедиции выполнят заправку своих вертолетов и с Богом продолжат свой путь. На подходе к британской полярной станции Ротера экипаж сталкивается с неблагоприятными погодными условиями. Облачность заставила поднять вертолеты на высоту 4700 метров. Неожиданное резкое обледенение отяжелило вертолеты, что затруднило их управляемость и привело к потере высоты, а внизу горы высотой 3000 метров. Пришлось уходить в сторону моря к береговой черте. До британской полярной станции оставалось всего 100 километров, но в условиях плохой видимости на высоте 100 метров долететь было невозможно. Чудом вертолеты вновь набрали безопасную высоту 3000 метров и, пробив облачность, выполнили посадку. С утра слишком легко все было. Но зато такой участок. Англичане были рады русским гостям, хоть и очень сильно удивились, что в такую погоду летают российские вертолеты. Через 1 день, когда облака рассеялись, вертолеты заправили местным топливом и снова продолжили экспедицию. До следующей остановки на аэродроме ледника Патриот-Хиллз было 400 километров. Прилетев туда, вертолеты дозаправили остатками британского топлива. Самолет Ан-74 с пассажирами должен был прибыть раньше вертолетов, но по причине непогоды задержался, и экипажам пришлось провести 3 дня в палатках и спать в спальных мешках. Дождавшись самолета, пассажиры высокого ранга пересели на вертолеты и уже с членами экипажа на одном борту продолжили полет. До Южного полюса оставалось 1200 километров. На заправке уже 60 километров. Чтобы не покупать топливо у американцев, вертолеты в 600 километрах от Южного полюса произвели посадку в горах Тиль и выполнили очередную дозаправку топливом, которое было отправлено на вездеходах с аэродрома Патриот-Хиллз. И вот уже подлет к Южному полюсу. Прямо здесь располагается американская полярная станция Амундсен-Скотт. Американцы были в недоумении, когда экипаж Гаврилова вышел на связь со станцией и попросил обеспечить условия посадки, ведь раньше сюда никогда не прилетали на вертолетах. Российская авиация впервые за свое существование достигла на вертолетах точки Южного полюса. Полет проходил успешно, и мы уверены, что наши машины могут летать на Южном полюсе. Не меньше были удивлены американские полярники, когда узнали, что в составе российской экспедиции прилетел и сам директор ФСБ Николай Патрушев,
попросивший помочь связаться по спутнику с российским президентом. Владимир Владимирович, доброе утро. Я извиняюсь, что вас разбудил. Поздравляю вас с Рождеством Христовым и звоню вам с Южного полюса. Владимир Владимирович, мы прибыли сюда на авиации Федеральной службы безопасности. Нас здесь встретили наши партнеры, американцы. Проведя в общей сложности на станции 2 часа и подняв флаг России, наши полярники отправились обратно тем же маршрутом. Долетев до родной станции Беллинсгаузен, никак не могли решиться на последний рывок. Как только прогноз стал благоприятным, вертолеты осуществили взлет. Первые часы полет шел, как и планировалось. Но когда до южноамериканской земли оставалось всего 100 километров, погода снова сыграла злую шутку. Небо окутал страшный шторм. Ветер резко становится встречным, и скорость вертолетов падает до 20 километров в час, а топлива оставалось всего на полчаса. Ситуация казалась безвыходной. Члены экипажа уже были готовы попрощаться друг с другом. Но чтобы хоть как-то оттянуть момент своей гибели, экипажи поднимают вертолеты вверх. И это случайно принятое решение спасает их жизни. Он набирал высоту для того, чтобы запас сделать высоты, если двигатели встанут на последних каплях керосина, как-то спланировать куда-то подальше. А поднимаясь, вдруг почувствовал, что ветер попутный стал. Слава тебе, Господи! Скорость вертолета относительно земли увеличилась. И это позволило дотянуть на последних каплях керосина до места посадки. Вот этот риск был исключительно высокий. Ветер никак не прогнозировался. Он возник за полчаса до посадки и со скоростью 180 км в час дул против нашего полета. И случайно принятое решение нам позволило, сменив эшелон, долететь успешно до заданной точки. Конечно, эмоции захлестывали, потому что была безвыходная ситуация. И после этого благодарность нашей машине мне захотелось поцеловать вертолет. Я думал, после разговора с Челенгаровым этот полет несколько перенесется. А потом я просто стал свидетель, как и все жители нашей страны, что совершен такой-то полет и так далее. А когда он вернулся, Николай, он говорит, ой, я, говорит, целовал вертолет и хотел выпить последние капли керосина, ну, не дотянулся, слишком их мало осталось. Слава богу, все обошлось. Топлива хватило впритык. Все целы. В Чили вертолеты Ми-8 погружают на борт транспортного самолета «Руслан» и улетают домой. А дома никто еще и не знал, что эта экспедиция чуть не стала для экипажей роковой. Но полярников встречали как победителей. Ведь этой уникальной экспедицией Россия напомнила всему миру о себе как о великой полярной державе. На вертолетах мы первые, на российских вертолетах Ми-8 долетели до Южного полюса. И никто больше не долетит. Потому что это надо делать под базу и иметь такую хватку, мертвую хватку, как Николай. Если он схватил, то все уже, он вертолет без винтов, но долетит. Несмотря на то, что сегодня Гаврилов находится в запасе, он продолжает служить своей стране, но уже в гражданской авиации. Николай Федорович – региональный директор авиакомпании «ЮТЭЙР». Кроме того, он активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Гаврилов – член Общественного совета при Росавиации, председатель Общественного совета города Чебоксары, президент Федерации спортивной борьбы Чувашии и президент Ассоциации вертолетной индустрии России. Гаврилов участвует даже в духовной деятельности нашей страны, а правильнее было бы сказать в духовно-строительной. В мае 2007 года в Петропавловске-Камчатском необходимо было установить купол на строящийся кафедральный собор высотой 50 метров. Тогда владыка Игнатий обратился к Николаю Гаврилову как к лучшему из лучших. Купол удалось установить за несколько минут практически без проблем. Ювелирная работа. Ничего не скажешь. На этом помощь Гаврилова православной церкви не заканчивается.
Уже в июле того же года на Курильском острове Танфильево авиация ФСБ проводит операцию по установке памятника Николаю Чудотворцу. Скульптуру высотой 3 метра и весом в 2 тонны из Сахалина переправляли вертолетом до пограничной зоны. Служба там, безусловно, очень тяжелая. Нет, кроме пограничников, больше там никого. И для их духовного поддержания решено было там поставить Николая Чудотворца. Его бывает 2 вида памятника, с мечом и с книгой. И вот, уезжая с этой заставы, где, кстати, руководителем пограничной заставы на острове Танфильево был уроженец Чувашии, подполковник, пограничник. И мы, улетая, ему сказали: у тебя теперь личного состава не только, вот сколько у тебя по списку есть, добавился еще один Николай Чудотворец. Он заулыбался и поблагодарил нас за эту работу. У каждого солдата есть своя миссия, своя ответственность и свое время службы. В горячих точках и местах, сопряженных с риском для жизни, никогда не знаешь, что будет завтра. Да что там завтра? Через мгновение. На территории Центральной авиационной базы ФСБ расположен мемориальный комплекс погибшим воинам-авиаторам войны в Афганистане. За 10 лет войны авиация пограничных войск потеряла 62 вертолета. Имя каждого авиатора-пограничника выточено на плите. Здесь же 3 монумента с орденом Красной Звезды и боевого Красного Знамени, олицетворяющие 3 полка и 1 эскадрилью, базировавшиеся в Душанбе, Мары, Алмата и Учарал. Комплекс был изначально создан за пределами России, но в силу политических обстоятельств там комплекс был не востребован, и поэтому Николай Федорович Гаврилов принял решение привести элементы этого комплекса именно в нашу центральную авиационную базу. В органах безопасности, именно связанные с афганскими событиями, единственный мемориал по нашей стране. Как у каждого военного есть свой срок службы, так он есть и у военной техники. Только после списания с баланса техника уходит не в запас, а на металлолом. Но в силу своего особого отношения к вертолетам и патриотического воспитания Гаврилов вот уже много лет продвигает инициативу ставить такую списанную технику на постамент, чтя таким образом память отечественных конструкторов, героев и павших воинов. Также мне посчастливилось подарить своей родной школе памятник в виде вертолета и с надписью «Есть такая профессия – Родину защищать». Эта надпись остается актуальным, и многие выпускники нашей школы поступили в Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков и уже успешно летают, служат в разных ведомствах. Такие же памятники стоят в Чебоксарах, в Ядрине, в Яльчиках, в Канаше, в Вибресях, в Красноармейском районе, а также в Хабаровске, в Воркуте, в Воронеже. К ним приходят и ветераны военной службы, и участники войн разных, возлагают цветы, фотографируются со своими детьми, внуками. И это дает укрепление национальной идеи, повышает патриотизм. Просьбы помочь в установке новых памятников мне приходят каждый день. Я стараюсь и им тоже помогать. Николай Гаврилов – живая легенда российской авиации. То, что он сделал за годы своей службы, напоминает сюжет фантастического фильма, где главный персонаж обладает сверхспособностью летать практически куда угодно. В чем же секрет Гаврилова? Как простой деревенский парень добился таких результатов? Почему именно он делает то, что не могут другие? Ведь многие также рядом с ним учились летать, старались, шли к своей мечте. Но самый лучший всегда один. Это закладывается с молоком матери. Когда, во-первых, мы полетели на это задание, за что он получил героя, я, например, думал, что вообще за это не награждают. Ну, работаем, мы работаем. И он то же самое. О наградах не думали. Он везде вкладывает свой труд для того, чтобы быть лучшим. Он, наверное, не просто лучший вертолетчик России, может, он лучший вертолетчик мира. И когда понадобился, когда было тяжело для России,
когда на грани развала Российская Федерация была, он один из них, который на себя взял ответственность, который всех вот этих серьезных вопросах участвовал. Для кого-то это герой, для него это нормальное состояние. Но я считаю, таких Николай Федорович, он, скажем так, гордость страны нашей. Но таких, в принципе, она вся страна и держится. Вот в эту совокупность того, о чем мы говорим, входит еще удивительная способность общаться с людьми. Со всеми. Которые ниже и которые выше. Я наблюдал это много раз. При всем при этом найти время, не забыть свою школу. Я прилетал с ним в Чувашию. Прямо на «восьмерке» садились около школы. И это же много лет. Много лет так цепляться, так прикипеть, так на всю жизнь остаться сыном своей маленькой родины не каждому дано. Для Чувашской республики имя Николая Федоровича – это как символ патриотизма, героизма и человека, которым может гордиться каждый житель Чувашии. Чувашский народ, он воспитал такого замечательного человека. Его родители и в целом окружение, люди, в целом та обстановка, которая была в Чувашии, она позволила ему реализоваться в целом в государстве. То есть он совершил столько много, на мой взгляд, подвигов, которые позволили выполнять успешно задачи, связанные с стабилизацией обстановки, связанные с созданием условий для того, чтобы люди могли спокойно трудиться. Летать – это просто счастье. Не каждому это дано. И для того, чтобы стать настоящим летчиком, надо всегда работать, еще раз работать. На офицера смотрят со стороны. И это не просто так. Высокое звание офицера надо всегда носить с достоинством и честью. Возможно, это дар, талант, предначертание свыше. Но знаете, на наш взгляд, все гораздо прозаичнее. Любое дело, как бы ты хорошо его ни делал, не должно преследовать только лишь личные интересы. Какой смысл делать что-то лучше всех, если результат твоего труда пожинаешь только ты сам? Нельзя стать лучшим только для себя. Стать лучшим можно для своей страны, для своего города, для своих коллег, партнеров, друзей, для своей семьи. Взять всю ответственность на себя и быть лучшим для кого-то. Только так можно стать героем, как им стал Николай Федорович Гаврилов.